Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Министр труда и социальной политики Российской Федерации Максим Топилин заявил, что в 2019 году средний размер пенсии в стране вырастет до 15 400 рублей. Рост суммы выплат, по мнению министра, должен быть выше инфляции. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсии у каждого человека свой. Я исхожу из средних показателей, которые у нас сложились, отметил министр. Топилин подчеркнул, в настоящее время без повышения пенсионного возраста в стране не будет возможностей и ресурсов проводить прибавки к пенсиям ни сейчас, ни в будущем. Российские аграрии к 22 июня засеяли яровыми культурами более 51,5 миллиона гектаров, что почти на 1,5% больше, чем в ту же дату 2017 года, следует из сообщения Минсельхоза Российской Федерации. Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2018 году окажется в пределах 100 миллионов тонн. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил в пятницу, что сбор зерна на данный момент уже превысил 1 миллион тонн. В прошлом году Российская Федерация получила рекордный урожай за всю свою историю – 135 миллионов 400 тысяч тонн, включая 85 миллионов 900 тысяч тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн. Роструд напоминает, что в жару каждый работодатель должен обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда. Прежде всего это может быть сделано за счет кондиционирования, а также перерывов в работе. Работодатели должны предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами. По действующим санитарным правилам и нормам, если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до 29 градусов на 2 часа. При температуре 30,5 градусов на 4 часа. Неотработанные часы оплачиваются как простой по вине работодателя в размере не менее 2/3 заработной платы работника. Ростуризм и госкорпорация Ростех совместно внедрят систему электронного контроля продажи туров «Электронная путевка». Цель которой защитить туристов от банкротств и недобросовестных действий туроператоров, ательеров, перевозчиков и даже страховых компаний. Постановление о закреплении полномочий оператора и запуске системы примет правительство. Суть нововведения – сделать прозрачным и понятным движение денег по всей цепочке, от туриста до конкретной гостиницы. Как надзорные органы, так и сами туристы смогут отслеживать каждый этап организации купленных туров, оплата турфирме, авиакомпании, отелю, автобусной компании и так далее. На каждом этапе должен генерироваться электронный документ, подтверждающий факт оплаты услуги. В сентябре на площадке Восточно-экономического форума Якутия и Япония детально обсудят будущее направление сотрудничества. Об этом сообщил в Рио главы республики Айсен Николаев в ходе пресс-конференции на Эсахи Туймады. Мы договорились, что отработаем ряд проектов и во время Восточного экономического форума в сентябре еще раз встретимся с министром. Обсудим конкретные направления, которые сочтем наиболее перспективными, сказал Айсен Николаев. Отметим, что 23 июня в Якутске состоялось 3-е совместное заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и Японско-российского дискуссионного клуба. Представители Японии хотят ознакомиться с инвестиционными проектами Якутии. Например, совместно с японской стороной запланирован проект по переработке и утилизации отходов в Якутии. Соответствующий меморандум о намерениях 23 июня подписан в Якутске. Документ своими подписями утвердили временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев, в Рио главы города Якутска Дмитрий Садовников, генеральный директор Hokkaido Corporation Company Ltd Юкио Темма и генеральный директор ООО «Якутск Экосети» Денис Тон. Отметим, что это не первый проект японской компании, который будет реализовываться на территории республики. Благодаря сотрудничеству с японской компанией Hokkaido Corporation Company Ltd в конце мая текущего года в Якутске уже запущен мусоросжигательный завод для утилизации медицинских отходов. Федерация профсоюзов Якутии, представляющая интересы более 200 тысяч жителей региона, инициировала сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Решение об этом принято на внеочередном заседании Президиума Федерации профсоюзов Республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня подписные листы направлены во все отраслевые республиканские организации профсоюзов, районные межотраслевые координационные советы и первичные профсоюзные организации республики. Подписанные документы Федерация направит в Рио главы республики Айсену Николаеву и председателю Илтумен Александру Жиркову. Напомним, Совет Государственной Думы дал регионам месяц на обсуждение пенсионной реформы. Госкорпорация «Роскосмос» планирует пересмотреть программу пусков на космодроме «Восточный» и совершать их ежемесячно. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, сейчас «Восточный» является опорной точкой российской космической отрасли, тогда как ранее она испытывала абсолютную зависимость от Байконура. Это космодром, который дает нам
беспрепятственную возможность вхождения в космическое пространство с нашей национальной территории. И наша задача – выйти на ежемесячные пуски с Восточного, заявил он. Минфин Российской Федерации считает преждевременным инвестировать пенсионные накопления в высокорискованные активы, в том числе венчурные фонды и наноиндустрию, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски, сказал Моисеев, комментируя предложение главы Роснано Анатолия Чубайса использовать средства негосударственных пенсионных фондов для инвестиций в наноиндустрию. Сейчас НПФ могут инвестировать пенсионные накопления только в активы, надежность которых подтверждена национальными рейтингами. Проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали для перевозок из Азии в Европу мог бы обойтись в 3-4 миллиарда долларов и быть реализован в течение 3-5 лет, считает президент госкорпорации РЖД Олег Белозеров. Как ранее сообщалось, российские железные дороги и Корейл, корейский аналог РЖД, подписали соответствующий меморандум в пятницу в рамках визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Москву. На сегодня у нас есть результаты исследований, которые проводились в 2000-х годах, поэтому нам нужно их уточнить. Российская сторона предложила корейским партнерам провести встречу на эту тему, отметил Белозеров. Проведение чемпионата мира по футболу в России поддержит темпы роста ВВП и российскую валюту, говорится в аналитическом обзоре Bank of America Merrill Lynch. По оценке экспертов, рост расходов во время чемпионата поддержит потребительский спрос в июне и июле, что окажет поддержку роста экономики. По их оценке, чемпионат мира может добавить к росту ВВП порядка 0,3% пункта, который проявится во втором и третьем кварталах 2018 года. Кроме того, приезд порядка полумиллиона иностранных болельщиков на мероприятие обеспечит приток иностранной валюты в размере 1,5–2 миллиардов долларов, что поддержит рубль во время сезонного снижения. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.